Селям алейкум, Ильмаз Ханум. После где-то полугода, да, со времени последнего нашего общения я вновь вас набираю и вновь прошу ваших советов, ваших рекомендаций. Со времени нашего последнего интервью, это где-то было в ноябре 2020 года, тогда как раз был пик в Крыму по заболеваемости, и вы тогда дали много ценных советов, была прекрасная обратная связь, то есть люди писали, там даже есть комментарии в Ютубе, если вы видели. Очень много людей говорят вам спасибо, Саунус, за то, что вы объясняете и разъясняете, да, сложную информацию вот в наш период, период тревожности, очень много информации, недоступной, да, пониманию нашему. И вот сейчас в Крыму вновь горит наш полуостров по ковиду. Очень много заболеваемости, цифры уже бьют очередные рекорды, а значит, на самом деле показатели еще больше, да, больницы вновь забиты, и власти вводят какие-то ограничительные меры. Но вот вместе с тем очень активно идет вакцинация. И вопрос вакцинации, он тоже один из очень тревожных. Люди беспокоятся, люди не понимают. Сейчас у нас даже вводится принудительная вакцинация, как и по всей территории Российской Федерации. Для многих категорий граждан будет вакцинация принудительная. Вот. И это что касается общепита, госучреждений, например, да, медучреждений. Но люди боятся и не доверяют вакцине. Вы что думаете по этому поводу? Ну, первое, ситуация такая, когда страны входят в локдаун, везде практически одинаковая. В Российской Федерации рекордные цифры ежедневные, там почти по 25 тысяч. В Кыргызстане тоже идет третья волна коронавируса, и у нас ежедневно около 1500-2000 пациентов заболевает и повысилась смертность. И этим данным стоит верить, потому что к нам пришел индийский вирус. Если верить Российской Федерации, их исследования, у нас такие исследования не проводятся, то порядка 80-90% это индийский штамм, так называемый дельта, при котором заразность повысилась, а следовательно повысилась и смертность, потому что вовлекается большее количество народа в эту эпидемию. И если говорили во вторую волну, что смертность составляет в Российской Федерации порядка 2%, если даже мы не верим этим данным, а говорим о сверхсмертности по сравнению с предыдущими годами, то можно говорить о том, что сейчас смертность составляет около 50%. И у нас, очевидно, то же самое. Поэтому единственный выход, который мы можем здесь использовать, это, конечно, массовая вакцинация. Причем, если пациент вакцинируется, то только через 6 недель у него снижается риск того, что он может заболеть. А если даже он заболевает, то он будет гораздо болеть в более легкой форме. То есть вакцина не дает стопроцентной застрахованности от заболевания коронавирусом. Она дает стопроцентную, так сказать, страховку от заболевания тяжелыми случаями. Ну и наша основная цель, чтобы мы, в общем-то, выжили в этой ситуации. То есть мы можем болеть легко или средне тяжело, но мы должны остаться живы. Поэтому я считаю, что вакцинация правильная. Другое дело, какому контингенту населения должна она проводиться. Чтобы эпидемия остановилась, считается, что мы должны вакцинировать порядка 70% населения, и у нас должен быть коллективный иммунитет для того, чтобы распространение вируса прекратилось. Но, к сожалению, наше население столь неграмотное, каких только ужастиков и страшилок не ходит про эту вакцинацию, понимаете? На сегодняшний день много говорят о всевозможных вакцинах. Вакцины существуют разного вида, много их, но говорить о преимуществах какой-то одной вакцины или другой не приходится. Безусловно, все эти вакцины одобрены в экстренном порядке, поскольку любая вакцина для того, чтобы применяться у населения, должна пройти этап в 15-18 лет. То есть, когда нам будут понятны отсроченные осложнения этой вакцины. На сегодняшний день вакцины создавались за 10-18 месяцев. Ну и слава богу, что они создавались, потому что они, так сказать, создавались по новым лекалам. Ну, например, у нас в Кыргызстане присутствуют две вакцины. Это «Спутник Ви» российского производства, очень мало. И на сегодняшний день у нас практически ни одной вакцины нет. И вторая вакцина, которая к нам поступала, это вакцина Verocell компании Sinopharm китайского производства. Китайцы первые вошли в эпидемию и, естественно, одни из первых стали создавать вакцины наряду с западными странами. И какие вакцины присутствуют? Чтобы всем было понятно, почему надо вакцинироваться, я хочу объяснить, насколько разные вакцины. То есть раньше существовали вакцины,
как правило, они были приготовлены из живых бактерий или вирусов, которые могли быть частично ослаблены или полностью инактивированы. Вот на сегодняшний день такая вакцина китайская компании Sinopharm пришла в Кыргызстан, а в России это вакцина Ковивак Института Чумакова. То есть взяли вирус короны, вырастили его, инактивировали с помощью радиации, облучения или каких-то химических веществ, законсервировали и доставили нам. Что хорошего в этой вакцине? Вакцина приготовлена по старым лекалам, таким, каким мы вакцинировались в Советском Союзе и в прежние времена. Она дает иммунитет не только к головке, к спайк-белку, но и ко всем частям вируса. То есть она в этом плане полноценная, но ее эффективность гораздо ниже, чем спутника ВИ и МРНКовых вакцин, которые существуют на Западе. Ну, например, она порядка, да, она порядка 50-60%, ну, китайцы дают до 86%. Но защищенность от тяжелых случаев стопроцентная. У нас, в частности, моя двоюродная сестра заболела после этой прививки, но болела достаточно легко. Некоторые пациенты тоже заболели, и они болели легко. В этом наша цель, чтобы пациент не заболел тяжело. Если говорить о вакцине «Спутник Ви», то это вакцина, которая сделана так же, как была сделана вакцина от лихорадки Эбола. Помните, такая вспышка была в Африке? Да. Это была смертельная лихорадка, при которой там смертность достигала чуть ли не 90-100%, и надо было экстренно создавать вакцины. И вот тогда впервые были опробованы эти вакцины. Они также применялись в ветеринарии. В чем суть этой вакцины? Она создается достаточно легко и более экономно в производстве. То есть можно быстро нарастить поток производства, в чем мы нуждаемся сейчас. То есть берется футляр, который называется вектор. Это аденовирус. Мы болеем аденовирусами очень часто в своей жизни. Поэтому берутся аденовирусы, которые редко вызывают заболевания человека. Россия взяла аденовирус 26 типа и 5, то есть 2 аденовируса. Компания Johnson & Johnson американская взяла аденовирус 26 типа. То есть фактически вакцина компании Johnson & Johnson и Спутник Лайт, который сейчас существует, это 2 одинаковые вакцины, в общем-то, грубо говоря. Компания AstraZeneca, британская, берет аденовирус шимпанзе. Почему они сделали это? Потому что аденовирусом шимпанзе человек не болеет. Если я переболела аденовирусом 26 типа раньше, то у меня первый этап вакцины не сработает. Для этого вводится второй, ревакцинация. Мне вводят аденовирус 5 типа. И если я им не болела, то у меня развивается иммунитет. На этом построена вакцина. В этот футляр берется из этого футляра геном, то есть генетический материал аденовируса. И кусок его заменяется на искусственно синтезированный, да, спайк-белок коронавируса. То есть в структуре этой молекулы входит кусок белка коронавируса. Естественно, когда этот аденовирус поступает в организм, и этот РНК начинает работать, то есть он синтезируется на ДНК хозяина, на ДНК человека, то у нас вырабатываются антитела в конечном счете к спайк-белку. Эффективность этой вакцины, по заявлению российских создателей, достаточно высока. Но это, в общем-то, подтверждается. Но, с другой стороны, все боятся чего? Все боятся тех осложнений, которые развились от вакцины AstraZeneca и от вакцины Johnson & Johnson. То есть это тромбоэмболические осложнения. Но давайте будем в этой ситуации, в ситуации пандемии, говорить о соотношении риска и пользы. Если из 100 человек, заболевших коронавирусом, 5-10 человек умрут, это высокая смертность. Если от вакцины, привитой спутником AstraZeneca или Johnson & Johnson, умрет, предположим, 1 человек из 1000, и то, если у него есть генетическая предрасположенность к тромбоэмболии, а все остальные выживут, то здесь польза, безусловно, превышает риск. Поэтому я считаю, что надо вакцинироваться, обязательно надо вакцинироваться, потому что другого выбора нет. На сегодняшний день какие вакцины есть в Крыму? Спутник. Эпивак Корона и Спутник Ви. Если говорить об отдаленных исследованиях, то, безусловно, Спутник Ви, ну, с моей точки зрения и с точки зрения многих ученых, это более эффективная вакцина, чем Эпивак Корона. И поскольку у вас не поступает вакцина Ковивак чумаковского производства, но я лично отношусь с большим пиететом к этой вакцине, то вам придется вакцинироваться спутником Ви. У нас многие привились спутником Ви, и я не могу сказать, что от нее такие уж глобальные осложнения были. Понимаете? Лично вы более симпатизируете Ковивак.
Я больше симпатизирую Ковиваку, ну и Синофарму китайскому, которым я привилась. Во всем мире Синофарма привились многие. Но я слушала от создателей Ковивака, была такая передача на YouTube, что эффективность этих вакцин Синофарма и Ковивака, они практически одинаковы, потому что это вакцины, слепленные по одной выкройке. Поэтому, естественно, что у меня больше приверженность этой вакцине. Почему? Потому что она цельноверионная, с полноценным иммунитетом, хотя с меньшей эффективностью, но и с меньшими побочными эффектами. Безусловно, каждый человек должен индивидуально подходить к вакцинации. Поэтому это дело каждого выбирать. Но если нет выбора, и в таких условиях, если вы не болели, да, ранее, то, безусловно, надо вакцинироваться. Но сейчас говорят и о том, что надо вакцинироваться и тем, кто переболел, потому что, анализируя сегодняшнюю ситуацию в Кыргызстане, я могу сказать, что ко мне обращаются те же пациенты, которые обращались в июле-августе прошлого года, когда у нас был черный июль, и мы вышли на смертность первую в мире. По количеству на 1000 населения у нас была очень высокая смертность. Сейчас мы превысили эти показатели. Понимаете? Мы превысили эти показатели, потому что начали болеть те, кто расслабился, кто считали, что они переболели, и они больше не заболеют коронавирусом в ближайшее время. Но на самом деле они заболевают повторно, конечно. То есть информация, которая была раньше о том, что существует некая там клеточная память, она не подтвердилась, да? Новые штаммы, и вирус мутирует, и люди опять заболевают. Безусловно. А вот у нас широко циркулирует такая информация, что вот вакцина это вмешательство в генетический код человека, и это может иметь самые там, отдаленные, очень плохие последствия. Вплоть до того, что я даже читала такие рекомендации замораживать, да, биологический материал тем, кто хочет стать родителями, поскольку неизвестно, что потом будет с вами. Сможете ли вы вообще, да, вызывает якобы вызывает ряд таких последствий, как и бесплодие в том числе. Ну, конечно, безусловно, отдаленные последствия этих вакцин неизвестны. Это первое, согласитесь? В таких экстренных условиях, когда создавались вакцины, мы не можем говорить о том, что будет через 10 лет. Но я думаю, что эти слухи, как и все, что говорится в интернете, значительно преувеличены. Сейчас себя каждый маломальски сведущий и несведущий человек в короне пытается декларировать какие-то новости, понимаете? Давайте говорить о том, что генетически модифицированные продукты, лекарства и вакцины давным-давно вошли в нашу жизнь. Согласитесь? Мы пользуемся многими препаратами, которые созданы на основе генетической модификации. Мы используем продукты, которые давным-давно генетически модифицированы. Если в Крым завезли 3 картошки и посадили, которые генетически модифицированы, через 2 года весь картофель в Крыму генетически модифицированный. Поэтому говорить о том, что это изменяет каким-то образом вашу ДНК, которая все равно в процессе жизни мутирует. Что такое рак? Это мутации. Да? И клетки, бесконечно делящиеся, они всегда подвергаются мутациям. Излишнее солнечное облучение, радиация, там какое-то неправильное питание, алкоголь, смог, который присутствует в воздухе. Это все влияет на мутации ДНК. Что происходит? Непосредственно никто в ДНК не вмешивается. Например, когда поступает вот этот вот геном, генетически модифицированный из аденовируса, да, в клетку хозяина, человека, то он просто начинает использовать ДНК для синтеза белка. Вот и все. Он ничего не делает с этой ДНК. Поэтому говорить о том, что с помощью этой вакцины нас пытаются изменить, лишить нас размножения и так далее, вовсе не приходится. Кстати, по такому же принципу устроены и вакцины mRNК, это мессенджер РНК. То есть там просто пошли другим путем. Они взяли и искусственно синтезировали геном этого вируса, посадили его на липофильную субстанцию, да, и точно так же он вводится, липофильная субстанция разрушается, этот РНК поступает в клетку, и на ней вырабатывается белок, на который уже вырабатываются антитела. Впоследствии эта РНК разрушается. И точно так же РНК, сидящая в спутнике ВИ, тоже разрушается, потому что начинают вырабатываться антитела. Но самое главное, чего мы достигаем с помощью вакцин, это выработка антител. Поэтому, конечно, мы сейчас не можем говорить, что будет через 10 лет после этих вакцин.
Однако они применялись раньше в ветеринарии, и все было, в общем-то, благополучно. Поэтому будем надеяться, что все будет прекрасно, потому что у нас есть гораздо больше шанс умереть от коронавируса, чем получить какие-либо осложнения. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что вакцинироваться надо. Никто не собирается нас чипировать, там, завоевывать и так далее. Но это все такие глупости, поэтому Много антипрививочники здесь не анекдотов и шуток. выдерживают никакой конкуренции. Да. Хотела спросить, кому, как вы думаете, точно не стоит вакцинироваться, либо провести дополнительные обследования, и какие обследования перед вакцинацией? Ну, во-первых, мне хочется сказать, что любой препарат, любой пищевой продукт, любая вакцина может вызывать у человека аллергические реакции. Поэтому если человек имеет в анамнезе какие-то аллергические реакции на какие-либо препараты, все это опрашивается, когда вас осматривают перед проведением вакцинации. Вы должны об этом заявить. Потом есть категория людей, которые, предположим, ну вот одна моя родственница перенесла в молодости постпрививочный дифтеритический миокардит. Безусловно, такому человеку нельзя вакцинироваться. Да? Поэтому она должна сказать обязательно доктору, что она не может вакцинироваться, поскольку имела такой анамнез. Дальше. Беременные женщины категорически противопоказаны. Сейчас такие исследования ведутся, но они не закончены. Следующие онкологические больные, потому что у онкологических больных риск превышает пользу. Тяжелые истощенные больные, исход которых предрешен, страдающими тяжелыми заболеваниями. Им не стоит тоже вакцинироваться. Но здесь надо четко определиться, если у пациента есть хронические тяжелые заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, какие-то воспалительные заболевания, то эта категория пациентов обязательно должна вакцинироваться. То есть, в общем-то, это всегда все идет на осмотр врача. Очень четких противопоказаний к вакцинации нет. Вот это только то, что я перечислила. Сердечные Детей до заболевания. 18 лет не вакцинируют. Сейчас Канада, Соединенные Штаты Америки проводят исследования по вакцинации, но пока что эти результаты не закончены. Ну и потом стоит говорить о том, что до прихода индийского штамма Дельта дети, в общем-то, болели достаточно легко. Ну, у какого-то процента развивался Кавасаки-подобный синдром, но, в общем-то, дети очень быстро выходят из коронавирусной инфекции и достаточно легко. Мгм. Вы начали говорить о том, что у вас сейчас уже превышены показатели прошлого года, у вас в Кыргызстане, в Бишкеке. Какие-то, может быть, появились новые методы лечения, новые протоколы, больше появилось информации? Понимаете, мы достаточно маленькая страна, ну, скажем так, не с очень высокой научной базой, чтобы мы сами создавали какие-то протоколы. Лично мне эти протоколы не очень нравятся. И у нас строго следят за их соблюдением в стационарах, безусловно. Мгм. Поэтому я не могу сказать, что наши протоколы лучшие. Я всегда считаю, что если мы не имеем собственной огромной научной базы, то надо апеллировать к тем странам, у которых высоченная заболеваемость, предположим, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, у которых большое количество случаев и, следовательно, большой опыт в лечении этих заболеваний. На сегодняшний день я слежу, в общем-то, за этими протоколами. Я могу сказать, что мне по-прежнему нравится протокол Московского государственного университета, поскольку он адаптирован к нашему постсоветскому пространству с нашими финансовыми возможностями и набором препаратов. Но если говорить о рекомендациях CDC американских, да, то, в общем-то, по сравнению с июлем прошлого года у них произошли небольшие изменения. Ну, в частности, первое. Они считают, что легкие случаи надо лечить симптоматически, рассматривая каждый случай индивидуально. Но если говорить о том, что даже легкие случаи в 30% заканчиваются тромбоэмболическими осложнениями, то опять на первый план, безусловно, выходит антикоагулянтная терапия. Это терапия патогенетическая, не этиологическая. В чем различие этих понятий? Этиология – это возбудитель. То есть на сегодняшний день ни одного противовирусного препарата в лечении коронавируса не одобрено. И все эти орбидолы, грипфероны, эргофероны, ингаверины – это препараты, на которые не стоит тратить деньги, которые не имеют доказательной базы. Это к тем, кто хочет пользоваться этими препаратами. Второе. Единственный препарат, и в том числе фавипиравир, который есть в Российской Федерации. Единственный препарат, который одобрен в Штатах, это ремдесивир.
И то он одобрен при госпитализации среднетяжелых случаев у пациентов, которые просто на концентраторах кислорода, которые не на ЭВЛ. И как можно раньше при госпитализации. У нас этого препарата нет, он достаточно дорогой, и поскольку у него очень узкий круг показаний, то о нем даже как бы и не следует говорить. Второе, что появилось в Штатах, это использование моноклональных антител. Этих препаратов у нас нет. Они применяют их в среднетяжелых случаях при амбулаторном лечении. У нас они не зарегистрированы, но уровень доказательности достаточно высокий. То есть по ним проведены многоцентровые исследования. Они на 70% сокращают развитие тяжелых случаев. А это что за это препараты, я вам сейчас скажу. Это балнанивимаб плюс этесивимиб. У нас их нет. Они не зарегистрированы ни в Российской Федерации, ни в Кыргызстане. То есть как бы они пока что существуют на американском рынке. Потому что в европейских протоколах я пока что тоже такого не встречала. Третье. Это по поводу этиологии, по поводу патогенетической терапии. До сих пор непонятно, почему один пациент переболевает легко, а у других во второй стадии, как правило, заболевание заканчивается так называемыми аутоиммунными осложнениями и цитокиновым штормом. Именно этим обосновано применение гормонов или тоже моноклональных антител. Что одобрено в этой ситуации? Штаты одобрили применение параллельно с дексаметазоном. Вы помните это британское исследование, да? Когда они применяют у тяжелых пациентов, находящихся на ИВЛ, дозы 6 мг в течение 10 дней. Параллельно допустимо добавление тоцилизумаба или актембры. Актембра есть на нашем рынке и есть на вашем рынке. Очень дорогой препарат. Очень дорогой препарат. Это препарат фирмы Ля Рош, который используется там в дозе не более 800 мг на килограмм массы, и как бы он улучшает исходы. Но при нашей не очень, так сказать, дешевой жизни, не очень дорогой, я склоняюсь к тому и согласно своему опыту, что у таких тяжелых пациентов мы должны проводить пульс-терапию, что рекомендует протокол МГУ. И я на своем опыте вижу замечательные результаты. Здесь важно очень четко контролировать, мониторировать пациента и вовремя проводить пульс-терапию. И, естественно, прикрывать все осложнения, в том числе и тромбоэмболические. Но это уже удел врачей. Угу. Альтернативой дексаметазону является, безусловно, метилпреднизолон. Но я так понимаю, что в Крыму широко используют метилпреднизолон, в частности таблетированный. Но мне просто немножко непонятно по тем пациентам, которые мне писали, почему пульс-терапия проводилась гораздо больше, чем 3-кратно. То есть по протоколу она должна проводиться в течение 3 дней, по 1000 мг метилпреднизола медрола вводится пациенту. Каждый день по 1000 мг. Но почему-то некоторые пациенты мне писали, что им вводили 6 дней, 8 дней. Такие огромные дозы гормонов снижают сопротивляемость, поднимают виремию и вызывают осложнения. То есть здесь надо четко идти как бы с контролем за пациентом, с контролем цереактивного протеина, прокальцитонина. Я хочу попросить пациентов, которые сами пытаются обследоваться и тратят колоссальные деньги на сдачу каких-то ненужных анализов, ну, в частности, D-димера, потом ферритина, свертывающей системы. В общем-то, для того, чтобы контролировать пациента, достаточно мониторировать прокальцитонин, цереактивный белок, общий анализ крови. Ну и отдельных категорий пациента сахара, креатинин. Кому-то да, надо делать D-димер, но это совершенно не обязательно. Только у тех пациентов, которые, например, перенесли пульс-терапию или дают тромбоэмболические осложнения, или вы, так сказать, прогнозируете, что они появятся. Да, надо посмотреть. Очень широкое употребление антибиотиков вообще не обосновано. У нас то же самое. Все продолжают применять азитромицин, который удлиняет интервал КТ и может вызывать фатальные нарушения ритма. Все продолжают принимать антибиотики широкого спектра. И сейчас складывается такая катастрофическая ситуация, что у нас начали погибать пациенты от сепсиса, вызванного бактериям, которые не чувствительны ни к одному из антибиотиков, которые сейчас присутствуют у нас, в том числе антибиотики резерва, тиинам, ванкомицин и так далее. Поэтому, когда пациенты и врачи применяют антибиотики, они должны четко доказать, что они нужны. Вообще антибиотики требуются 15% пациентов. Как правило, это пациенты, которые перенесли пульс-терапию, или они, предположим, находятся на ИВЛ, у них появились какие-то септические бактериальные осложнения. Всем остальным вообще не требуется. Я крайне редко назначаю
антибактериальные препараты, и то под контролем прокальцитонина. Если он повышен в 2 и более раз, да, нужен антибиотик. Ильмаз Ханом, а вот течение этих новых штаммов, оно как-то по-другому сейчас, да, происходит? То есть если раньше там, ну, мы понимали, да, там какие-то симптомы были определенные, то сейчас, вот как я читала, что индийский штамм и британский штамм, у них другая симптоматика. То есть мы можем и не Симптоматика, понять, что это ковид. Наджиханов, симптоматика у них примерно одинаковая. Но скажите мне, в чем отличие, например, как пишут, при индийском штамме больше чихают. Но очень много чихают и аллергики, очень много чихают и пациенты с любыми вирусными инфекциями, понимаете? Это, в общем-то, не дифференциально-диагностический признак. Главный дифференциально-диагностический признак для нас, что этот вирус обладает гораздо большей заразностью. Поэтому мы должны все наши профилактические меры усугубить в 2 раза. Поскольку говорят сейчас, что если я прохожу по улице очень близко от человека, зараженного дельта-вирусом, я тоже могу заразиться, если он в этот момент чихнет. Понимаете, если нам раньше говорили, я могу гулять по улице, в принципе, и быстро проходить мимо кого-то и не носить маску, то в теперешней ситуации, в Кыргызстане сегодня было 40 градусов в Бишкеке, то гулять по улице в маске практически невозможно. Значит, выход один. Надо соблюдать дистанцию в 2 метра. Надо стараться не контактировать. Да, у нас все радостно ездят в маршрутках, в автобусах, снимая маски. И никого невозможно убедить. Я называю это эгоизмом в сочетании с какой-то жестокостью и садизмом, понимаете? Потому что если я переболел, или если я болею легко, значит, я могу заразить кого-то своего близкого, который умрет от этого коронавируса. По сути, это люди, которые убийцы. Понимаете? Они не думают только о себе, не думают больше ни о ком другом. Потому что кто-то молодой и болеющий бессимптомно, и даже малосимптомно, приходит домой и заражает свою бабушку, дедушку, еще кого-то, беременную женщину и так далее. Это преступление. То есть все меры профилактические, они остались такие же, да? Они Не сохраняются. ходить. Мытье рук, соблюдение дистанции, ношение масок. Если это простая медицинская маска, ее надо менять каждые 2 часа, потому что через 2 часа она перестает выполнять свою функцию. Стараться не прикасаться к своему лицу. Меньше ходить по больницам, меньше обследоваться, бежать без повода, делать КТ, сдавать анализы, потому что все медучреждения – это источник заболевания. И опять же мы подвергаем риску медперсонал, который является источником нашего благополучия. Они тоже болеют, и они тоже могут заражать всех пациентов. Их надо беречь. Ильмаз Ханом, а вот по поводу лонг-ковида, да, и вот постковидных уже последствий, уже много на эту тему появилось тоже исследований всякого рода. И вот то, что ковид не проходит бесследно, да, и вот в отдаленной перспективе он причиняет человеку много неприятностей, например, там ухудшение памяти, концентрации, какие-то там появляются другие, да, последствия. Вот что про это известно на данный момент и как с этим, могут ли эти потом все моменты восстанавливаться? Ну вот во-первых, ковид – это васкулит. Это васкулит, а сосуды присутствуют во всех органах. Следовательно, человек, переносящий ковид, он страдает ковидным васкулитом сосудов головного мозга, сердца, почек и всех органов. И поэтому после, безусловно, перенесенного такого ковидного энцефалита может развиться снижение памяти, появление тревожности. Эта тревожность нагнетается средствами массовой информации и той картинкой, которую мы видим в телефоне, в интернете, по телевидению и так далее. Понимаете, это палка о 2 концах. С одной стороны, надо население предупредить, чтобы оно было осторожным. С другой стороны, это нагоняет излишнюю тревожность. Это компонент эмоциональный. Второе, это компонент физический, когда мы переносим этот васкулит. И, безусловно, у многих остается тревога, паническое расстройство, и у них развиваются тревожно-депрессивные расстройства, которые вызывают головокружение, снижение памяти, какую-то головную боль от напряжения мышц шеи. Вчера я только читала, что закончилось исследование по применению антидепрессантов в лечении этих состояний. И это значительно улучшает самочувствие больных, их позитивный настрой. Поэтому если у пациента после перенесенного ковида формируются панические расстройства, развиваются депрессивные расстройства, то это повод обращаться к психотерапевтам с назначением антидепрессантов.
Я не знаю, это хорошо или плохо, но в Кыргызстане антидепрессанты могут назначать врачи общей практики. В Российской Федерации только психотерапевты. Такого количества психотерапевтов на такое количество переболевших не хватит. Мгм. Ну, а если вот такие последствия, как вот, ну, ухудшение памяти, да, там, концентрации, это обратимые последствия, либо это будет так уже надолго? В общем-то, на практике это последствия обратимые. Другое дело, вот эти тревожные расстройства, как бы их можно лечить с помощью антидепрессантов, с помощью седативных препаратов, но формирование долгого ковида – это фактически развитие аутоиммунного заболевания. Предсказать, насколько долго будет тянуться долгий ковид, невозможно. У меня есть несколько пациентов, у которых развился долгий ковид, и, в общем-то, пока после 9 месяцев лечения и наблюдения мы вот в течение 1,5–2 месяцев уже отказались от препаратов, и, в общем-то, обострения ковида я не вижу, долгого ковида. Но в то же время тут странное отношение к вакцинации у этих пациентов. То есть, по сути дела, через 6 месяцев после перенесенного ковида рекомендуют провести вакцинацию для того, чтобы иммунитет был более сильным и более стойким. Но если пациент перенес долгий ковид, то пока что нет исследований, которые бы либо рекомендовали, либо не рекомендовали проведение вакцинации. Потому что гипотетически считается, что введение вакцины может вызвать обострение долгого ковида. Мгм. Но еще вот момент, связанный с ревакцинацией. То есть сейчас, раньше говорили, что нужно только раз привиться, да, и потом там повторная ревакцинация, там 2 этапа. Теперь уже появились разговоры, что вакцинироваться придется каждый год или даже каждые полгода, потому что возникают новые штаммы и так далее. Я считаю, что прививка от короны войдет в нашу жизнь точно так же, как вошла прививка от гриппа. И что эти вакцины будут улучшаться и улучшаться. В общем-то, и раньше говорили о том, что 40% острых респираторных вирусных инфекций сезонных – это инфекции, вызванные короной, но других типов, других штаммов. Мгм. Понимаете? И я думаю, что ковид пришел в нашу жизнь навсегда. Он не уйдет, как не ушел от нас грипп. И такие пандемии, как испанка, были. И нынешняя пандемия, она есть. И, в общем-то, у нас рано или поздно появится коллективный иммунитет. Будем мы вакцинироваться или не будем. Просто здесь вопрос в том, насколько быстро разовьется коллективный иммунитет. Чем быстрее он разовьется, тем быстрее мы сохраним и на дольше жизни наших близких. Понимаете? Поэтому это надо четко понимать. Потому что в этой ситуации коллективный иммунитет не зависит от одного человека. Понимаете, если бы он зависел от одного человека, я привился и все. Он зависит от 70% населения людей, которые живут рядом с нами. Поэтому это очень важно. И как мы прививаемся каждый год гриппом, вакциной от гриппа, точно так же мы будем прививаться вакциной от коронавируса. Поэтому с этим надо смиряться. На днях читала, что Сингапур решил отказаться от таких драконовских методов по там, 2-недельный карантин при въезде в страну и так далее, что они сказали, что мы будем относиться к ковиду как к такой, да, как к сезонному гриппу, просто все усилия направлять на тех, кто заболел, и на вакцинацию, и на постоянное тестирование. Как вы Но они думаете? фактически сказали то же самое, что сказала сейчас я. Ковид пришел в нашу жизнь навсегда. Мы не можем жить в таких условиях с падением экономики, с локдауном и так далее. Другое дело, что Сингапур – это небольшая страна с великолепным, одним из лучших здравоохранений в мире, с очень разумным населением, доверяющим своему правительству, соблюдающим законы, жестокими драконовскими методами при несоблюдении этих законов. Я была в Сингапуре, и нас там предупреждали. Если вы перейдете светофор, дорогу на желтый свет, как мы умеем это дело нарушать, то штраф будет 5000 сингапурских долларов. И мы все были очень законопослушны. Понимаете, это страна с абсолютным соблюдением законов. Если бы наше население было точно таким же дисциплинированным, то мы сейчас не получили то, что получаем. Поэтому это правильная постановка вопроса. Потому что они понимают, что ковид пришел в нашу жизнь навсегда. И важно контролировать ситуацию и создавать то количество коек, которое бы обеспечило население квалифицированной грамотной помощью. Без паники. Ильмаз Ханум, вот исходя уже из опыта прошлого года, исходя из того, что вот у вас ситуация, у нас там схожая, да, по заболеваемости, потому как оно протекает, как вы думаете, когда ждать следующего такого падения уровня заболеваемости, когда будет плата, да, называется, следующая плата?
А я думаю, что в Российской Федерации в ближайшие 2-3 недели разовьется плата. Надеюсь, что и у нас будет то же самое. Но видите, в чем дело? У нас может быть и 4-я, и 5-я волна. Конечно, они должны быть уже менее выраженными, если вирус не мутирует. А кто нам может пообещать, что вирус не мутирует? Вы понимаете, природа создана так, что она требует выживания вида. А чтобы вид выживал, он должен размножаться. Какой выход у крымских татар, чтобы выжить? Размножаться и повышать свою популяцию. Когда нас будет не столько, сколько нас сейчас, а будет в 4-5 раз больше, с нами будут гораздо больше считаться. Понимаете? Поэтому мы как вирус должны быть сильными и должны размножаться. То же самое делает вид. Каждая популяция, каждая нация стремится увеличить количество своего населения, ну, за исключением Китая, у которого маленькая территория. Если бы у них была большая территория, то они бы тоже стремились увеличить количество своего населения. Вот Да, и и все. начинается Поэтому вопрос. это придумано Богом. А чтобы выживать, мы должны приспосабливаться. Что мы только не должны уметь, согласитесь? Да. Мы должны строить, мы должны лечить, мы должны шить, мы должны быть сексуальными, красивыми, и кем мы только не должны быть. Так и вирус. Чтобы существовать, он должен мутировать. И, к сожалению, мутация произошла в области спайк-белка, с помощью которого он входит. Поэтому эффективность вакцин упадет однозначно. И сейчас уже создатели спутника Ви говорят о том, что эффективность вакцины упала в 2,6 раза, благодаря тому, что пришел индийский штамм. Поэтому, безусловно, будут ревакцинации, которые будут повышать иммунитет. Но я думаю, что уже не спутником Ви, потому что введение того же самого аденовируса 26 и 5 типа, который вводился, не будет приводить к формированию иммунитета, потому что у нас будут антитела против футляра, против вектора, против аденовируса. Ну вот, Поэтому, может быть, придется менять вакцины. Например, сейчас привиться спутником Ви, потом привиться ковиваком, потом появится что-то еще более новое. но бояться этого не стоит. Вы советуете нашим. Я думаю, что не стоит. Я думаю, что не стоит. Мгм. Я, Ну и какие-то, например, верю в вакцины. ну и общие рекомендации уже в завершении нашей беседы. Общие рекомендации всегда включать голову. Общие рекомендации быть осторожным. Общие рекомендации не ходить на похороны, а высказать соболезнования по телефону. К сожалению, это ужасно, но в данных условиях мы должны так делать. Если вы не можете не пойти, одевайте респираторы, одевайте двойные маски, которые повышают эффективность. Не обнимайтесь, не целуйтесь при высказывании соболезнования. Мойте руки, не обязательно ношение перчаток, но каждый раз носите с собой санитайзеры, обрабатывайте руки. Никаких свадеб, никаких дней рождения. Даже Мгм. если вы открываете дверь постороннему человеку, который вам принес письмо, принес что-то. У нас сегодня был день медработника по кыргызскому календарю, и мне прислали цветы. Я одела маску и открыла дверь, потому что мне принес посыльный букет цветов. Понимаете? Хотя я имею прививку. Я целый день работаю, 6-8 часов в маске, в респираторе, кварцую кабинет. Посмотрите на медиков, которые мучатся в 40-градусную жару, без кондиционеров, в защитных комбинезонах, в масках, в шлемах. Но неужели вы и все мы не можем потерпеть ради своих близких и ради себя? Соблюдайте дистанцию в аптеках, в магазинах, 1,5-2 метра, делайте всем замечания. Не бегите по каждому поводу в лабораторию. Найдите себе хорошего врача-консультанта. Спросите лишний раз, стоит вам это делать или не стоит. Но если у вас появились сигналы того, что вы тяжелый, у вас падает сатурация, если у вас высоченная температура, одышка, ну тогда, безусловно, вы должны паниковать и должны бежать куда-то в лечебное учреждение или вызывать скорую. Мгм. Все остается точно так же, как и было. Çok sağ olun Сельмаз Ханум, и поздравляю вас с Днем медицинского работника, желаю Спасибо. долгих лет здоровья, успехов, и еще уже надеюсь встретиться в рамках не одного эфира, может быть, по более таким, да, веселым и радостным поводам. Çok sağ olun за информацию, как всегда, все очень информативно, доступно и понятно. Я думаю, что это будет очень полезно нам всем. Çok sağ olun. Спасибо вам большое, Наджия Ханум, за интервью. Привет моей родине, Крыму. Привет всем моим землякам. Будьте здоровы. Я болею душой за вас. Обращайтесь, если есть необходимость. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz.